Добрый день, дорогие друзья! В конце декабря 2004 года президентом Российской Федерации был подписан указ о новом праздничном дне. И этим праздничным днем стал День народного единства, который отмечается 4 ноября. И с 2005 года этот праздник плотно вошел в обиход российского государства. Этот праздник появился не на пустом месте, у него была большая длительная предыстория. Вообще же по церковному календарю в этот день отмечается празднование Казанской иконы Божией Матери, и это не случайно. Казанская икона Божией Матери была обретена в городе Казани в 1579 году на пепелище девочкой Матрёной. Эта икона практически сразу же прославилась чудесами и исцелениями. И когда российское государство было в опасности, то в ополчение Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского из Казани был прислан список с чудотворной Казанской иконы Божией Матери. И именно с этим списком, который также затем прославился чудесами, князь Пожарский освободил столицу в 1612 году. Считается, что именно 4 ноября были освобождены ближайшие центральные районы Москвы, а именно Китай-город, а затем, спустя несколько дней, и поляки сдали Кремль. И смутное время практически окончилось. Благодарность этим событиям спустя несколько лет князь Дмитрий Михайлович Пожарский выстроит Казанский собор на Красной площади, где будет размещена та самая икона, которая находилась в ополчении. Не находился в стороне от данных событий и Мордовский край, когда в 1612 году из Нижнего Новгорода ополчение Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского отправилось освобождать столицу. На окраинные алатырские и арзамасские места пришли лихие воинские люди Мурзы Курмаметя. Противостоять им было практически некому. 7-тысячный отряд Мурзы Курмамети мог ударить в тыл Нижегородскому ополчению и тем самым погубить общерусское дело. Алатырский воевода князь Андрей Хилков обратился к мордовскому Мурзе Баюшу Разгильдееву с просьбой встать на защиту родных земель. И вот Баюш Разгильдеев собирает служилых мурс и татар, служилых русских людей, и у деревни Чукалы на реке Пьяни случается сражение. Как описывается в документах, сражение длилось 2 дня. В течение первого дня для Баюша Разгильдеева боевые действия складывались в целом неудачно. Он был заблокирован в Чукалах. Затем ему удалось ночью сделать вылазку. Затем нагайцы были отброшены. И воины Баюша Разгильдеева гнали их до озер, где многие погибли и утонули. Было убито более 500 нагайцев. Погиб и сам Мурза Курмамети, глава набега. Было также захвачено и его воинское знамя. Вот этот подвиг очень высоко оценили предводители ополчения. И князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, и князь Дмитрий Михайлович Пожарский выдали Баюшу Разгильдееву грамоту на княжеский титул, которую спустя год после восшествия на престол первый царь из династии Романовых Михаил Федорович утвердил своей печатью. Так Баюш Разгильдеев стал мордовским национальным героем, одним из замечательных представителей мордовского народа, участник боевых действий смутного времени. В 1649 году царь Алексей Михайлович, сын Михаила Федоровича, в память о тех событиях установил второе общерусское празднование Казанской иконе Божией Матери, которое пришлось на 4 ноября нового стиля, а по старому стилю на 22 октября. И Казанская икона Божией Матери стала одной из самых любимых и самых почитаемых богородичных икон на территории нашего Мордовского края. В собрании Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени Ивана Дмитриевича Воронина находится несколько замечательных памятников. Одной из самых любимых икон на территории Мордовского края является Казанская икона Божией Матери. Этой иконе посвящено множество храмов, множество престолов церквей. Этой иконой чаще всего благословляют на брак. Итак, иконография
является усеченным вариантом иконографии Божьей Матери Адигитрия, то есть путеводительницы. Особенностью является погрудное изображение Божьей Матери и изображение Спасителя примерно до колен. Правой рукой Господь двуперстно благословляет, левая рука скрыта гематием. Вот данная икона поступила в собрание нашего музея из Музея народного зодчества и быта, который располагался в селе Макаровка, а туда она поступила в 1970 году в результате экспедиции по Мордовии. То есть точное изначальное местонахождение данного образа нам неизвестно. Но, судя по написанию и времени создания данного произведения, мы можем сказать, что эта икона создавалась в подмосковных старообрядческих мастерских середины второй половины XIX столетия. И в целом она воспроизводит образцы второй половины XVII века. Мы видим замечательные охристые золотистые поля. Фон и нимб были покрыты листовым серебром, которое, к сожалению, практически утрачено. И это листовое серебро было закрыто цветными лаками, и фон и нимб смотрели совершенно золотыми. Одежда Богоматери и Богомладенца полностью разделаны золотопробельным письмом, от которого, к сожалению, сохранилось не так много. Лики выполнены в традиционной древнерусской манере, когда по санкирю, который выполнен в красноту, накладывается светлой золотисто-коричневой плаве, охрение или вохрение, к которым затем добавляется некоторое количество белил, и самые светлые места выделяются оживками. Данная икона служила выносной, поскольку при поступлении в музей на тыльной стороне, кроме двух шпонок, имелась еще и ручка, которая была вырублена из дерева и была прикреплена на кованые гвозди. Однако при реставрации данная ручка затем была удалена. С 1974 по 1975 год данный образ находился на реставрации во Всесоюзном научно-реставрационном центре имени Грабаря в Москве, и ему был возвращен первоначальный практически облик. На иконе было множество утрат. Если присмотреться, мы сможем увидеть, что практически все нижнее поле, часть рис, рука Богомладенца и небольшой участок на шее Богоматери были совершенно утрачены до доски. Точно так же, как мы видим подобные утраты на нимбе и на верхнем поле. Все это было полностью восстановлено, и икона приобрела вот такой экспозиционный вид. Также было расчищено 2 слоя записей и потемневшего лака. Данный образ является одним из лучших в коллекции казанских икон в собрании нашего музея и располагается в постоянной экспозиции. Его вы сможете увидеть, придя в исторические залы на 2-й этаж нашего музея.